Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Позвольте представиться, меня зовут Юсупова Юлия Рустемовна. Я являюсь доцентом кафедры межкультурной коммуникации и перевода Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы. В настоящее время исполняю обязанности заведующего кафедрой. Я расскажу вам о том, как и когда вы будете сдавать вступительные испытания английский язык. Вступительное испытание английский язык длится 60 минут, то есть час. Для поступающих с ограниченными возможностями время увеличивается на 1,5 часа. Как вы видите, информация слева. Да? Времени достаточно, и нужно помнить о том, что у вас только одна попытка, поэтому всегда нужно очень тщательно продумывать свой ответ. Форму сдачи вы уже знаете, что она дистанционная, и вы будете выполнять тест. Всего в тесте 25 вопросов, то есть целый час на 25 вопросов. Вы понимаете, что это время достаточно, чтобы внимательно и вдумчиво выполнить это задание. Что входит в тестовые задания? Какова структура? Все задания являются тестовыми закрытого типа, то есть вам нужно выбрать из имеющихся ответов правильный. Правильно будет только один ответ. Чуть позже мы посмотрим с вами примеры этих тестовых заданий. Что входит в тестовые задания? Это знание грамматики. В первую очередь, конечно, это времена, но и остальные грамматические явления. Это страноведческие вопросы, то есть что вы знаете о странах, изучаемого языка, прежде всего, конечно, родину английского языка Великобританию, ну и, соответственно, другие страны, которые говорят на этом языке. Далее проверяется ваш лексический запас, уровень лексического запаса, то есть количество слов и словосочетаний, фраз, которыми вы владеете. Всего нужно набрать, всего можно набрать максимум 100 баллов, это супер замечательно, а чтобы пройти, проходным баллом является 30. Будет ли этого достаточно для поступления, зависит от того, на какое количество баллов сдадут остальные ребята и с какими баллами по ЕГЭ придут остальные ребята. Поэтому постарайтесь сделать, скажем так, максимум из того, что вы можете. Что нужно помнить? Значит, что в первый раз вы входите для сдачи экзамена через логин и пароль, отправленный вам на вашу электронную почту, которую вы указали в личном кабинете. На всякий случай проверьте папку спам, потому что в прошлые годы были такие ситуации, когда ребята говорили о том, что мы не получили информации, а письмо было у них и находилось в папке спам, поэтому обязательно проверьте свою папку. Поскольку вы в первом входе в учетную запись поменяете пароль под свой, дальше вы будете заходить под своим паролем. Помните, шаг номер 3, обратите внимание, что перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно и ваше лицо, и главный разворот паспорта с фото, фамилией и отчеством. То есть первая страница. Постарайтесь сделать такую фотографию, где будет четко видно фамилию, имя, отчество. Если вы сдавали до этого, проходили апелляцию или какие-то другие экзамены в дистанционном формате, вы знаете, что есть такой порядок. Да? Это нужно для идентификации вашей личности. О том, что время ограничено, у вас одна попытка, вы помните. Времени достаточно, но все-таки о том, что оно ограничено, помнить надо. Что происходит дальше? Значит, вы заходите в личный кабинет и там находите инструкцию о том, как, собственно говоря, пройти, куда зайти и как пройти тест. Значит, вот вы откроете свой личный кабинет, условный Анатолий у нас тут заведен, и во вкладочке, вот видите, открыта вкладочка «Абитуриент», под вкладка «Нормативные документы» найдете. У вас открывается вот эта информация по нормативным документам, вы доходите до инструкции о получении логина и пароля для прохождения вступительных испытаний. И вот здесь уже ниже видите, ссылка на документ. То есть вы нажимаете на эту ссылочку, заходите, лучше всего ее скачать. Вот видите, вот здесь галочка стоит где, значит, нажимаете, кликаете по этой рабочей ссылке и скачиваете эту информацию. Значит, все там будет прописано.
Как подготовиться и когда сдавать? Значит, чтобы это узнать, нужно зайти на сайт приемной комиссии. Вот он наверху у вас, https://abitur.bspu.ru. Далее находите вкладочку «Бакалавриат и специалитет». Нажимаете, кликаете на эту вкладочку. У вас выпадает большое меню с информацией, и вы ее листаете, у вас сразу вот эти две картинки не будет, вот это вот будет сверху, потом вы нажмете, появится вот то, что справа. Значит, то, что справа, находите там, где написано «Расписание вступительных испытаний». Кликаете там, где вот эта стрелочка по расписанию вступительных испытаний. Что вы дальше увидите? Дальше вы увидите вот такую табличку. Для вашего удобства здесь мы сейчас выделили желтым именно наш экзамен. Вот, конечно, там его не будет. Там вся такая длинная табличка по всем экзаменам. Находите английский язык. Дистанционная форма. И, соответственно, видите, все у нас прописано, и наша консультация прописана 23 июля. Если вы подали, первая консультация, если вы подали документы с 20 июня по 20 июля, то ваш экзамен состоится 24 июля. То есть вы получите доступ к тесту именно в этот день. Время экзамена с 10 до 10, то есть с 10 утра до 10 вечера. Но вы помните, да, что ведь у нас тест длится час, поэтому последний срок начала теста в 9 вечера. Пожалуйста, спланируйте свое время и, соответственно, обеспечить себе то время, выйти в то время, когда у вас лучше всего работает интернет, или перейдите в то место, где вот у вас тест не прервется, ничего не сорвется, не будет никаких технических накладок. То есть подготовьтесь к этому вопросу и технически тоже. Резервный день – это 25 июля. Здесь время не поменьше, с 10 до 5 только. В резервные дни сдают только те экзамены, у кого есть уважительная причина не сдавать его в 24 июля. Но этот вопрос вы решаете с приемной комиссией. Они вас, в этом случае, если у вас есть уважительная причина, на этот день вас записывают. Если же вы подадите документы с 21 июля, уже, то есть не до 20 июля не успели подать из 21, то у вас экзамен в другой день. Вы получите доступ к экзамену только 17 августа с 10 часов утра до 10 вечера. Конечно, если есть возможность, сдавайте в первый срок, в первый экзамен. Это повышает ваши шансы на поступление. Ну и, соответственно, резерв для тех, кто подал документы после 21 июля, но до 12 августа, 20 августа. Так же, как и в предыдущий раз, время укорочено с 10 до 5, то есть принцип не меняется. Как подготовиться к этому замечательному дню, когда вы будете сдавать? Нужно посмотреть программу, собственно говоря, вступительного испытания. Можно перейти сразу из этой таблички, то есть если вы выйдете на этот сайт, вот на наш сайт и зайдете в эту табличку, вы видите, вот здесь есть кликабельная ссылочка «Программу». Смотри программу. То есть можно выйти напрямую. Но если вы вдруг уже закрыли, ничего страшного в этом нет, можно также пройти снова через сайт. То есть вы снова заходите на тот же самый сайт приемной комиссии https://abitur.bspu.ru. Также нажимаете вкладочку «Бакалавриат и специалитет» и среди выпавшей информации ищите информацию по программам вступительных испытаний после высшего образования иностранным гражданам и лицам с ОВЗ. Выпадает большой такой список по всем дисциплинам, по всем специальностям. Вы находите там программу вступительных испытаний английский язык. Вот она. В зависимости от того, с какого устройства вы зайдете, значит, на сайт, она может находиться в другом месте, отлично от того, что вы сейчас видите на слайде. Да? То есть она может быть ниже слева и так далее. Это зависит от вашего устройства. Но тем не менее, здесь она будет прямо в списке. Значит, вы на нее нажимаете, и перед вами выходит, здесь не вся программа, только 3 листочка, чтобы было понятно, о чем идет речь. Подробности вы посмотрите. Вот она программа, как она выглядит, и, собственно говоря, здесь все прописано. Да? То есть, что вам нужно для этого, какие технические характеристики должны быть вашего устройства, соответственно. И, собственно говоря, что можно, что нельзя. Да? То есть, что вы не имеете права, например, привлекать помощь третьих лиц, предоставлять доступ к компьютеру посторонних лиц и так далее.
искать и так далее. Все ограничения здесь прописаны, и также прописаны разделы уже более подробно, по которым составлены вопросы теста. То есть здесь мы говорим с вами грамматика. Да? Вот, пожалуйста, что входит? Имя существительное, в том числе информация о числе падежей, артикль с именем существительным, местоимения, все их виды в падежах, как они изменяются, имя прилагательное, умение формировать степени сравнения и так далее. Вот у нас все это есть. Из синтаксиса у нас входит сюда умение построить структуру простого предложения, соответственно, распространенного и нераспространенного, и безличные предложения построить. Да? Далее, в лексику входит, как я говорила, да, знание лексики, лексического минимума выпускника средней общеобразовательной организации, согласно федеральному государственному образовательному стандарту. Сюда же входит словообразование раздел, то есть как вы образуете, ну, это такое лексико-грамматическое явление, числительные, как образуются, например, порядковые от количественных, соответственно, как существительные других частей речи образуются, прилагательные и так далее. Суффиксы, префиксы, все входит. Словосложение также и конверсия, все способы словообразования. Ну и союзы, и союзные слова, тоже лексико-грамматическое явление. Ну, условно поставлено теперь в разделе лексика. В страноведении только две страны у вас включены ведущих, да, Великобритания и США. То есть знание достопримечательностей, каких-то основных фактов об этих странах и о том, как-то выстроена система образования в этих странах. Как будут выглядеть задания, как я вам обещала. Значит, вот они выглядят примерно таким образом. Ну, они тоже есть в программе, вы их увидите здесь. Значит, тут, например, будет появляться у вас один вопрос, и у вас 4 варианта ответа, например, да, N, A, B, C, D. Значит, how did you like? Что поставить? A last night, it's night's TV talk show, N last night TV talk show, the last night's TV talk show, или вы ничего не поставите, да, то есть прочерк. Значит, вы обязательно должны выбрать один из этих ответов. Если вам кажется, что 2 правильных ответа в задании, то нужно подумать, потому что только один из этих, как вам кажется, подходящих вариантов будет правильным. Подумайте, какой из них лучше. Времени у вас достаточно, но все-таки за ним следите. По какой литературе готовиться? Ну, по той литературе, которой, собственно, обучаются дети в школах. Да? То есть это вот разные учебники сейчас в школах выведены. Мы здесь привели пример тех, которые используются в школах Уфы, могут быть другие какие-то еще учебники. Обычно используют либо вот английский язык, учебник под авторством Афанасьева, Дули, Михеева. Это основные комплекты, утвержденные, значит, к обучению. Это может быть Spotlight, 11 класс, тестовый комплекс, где очень схожие задания, по которым можно тренироваться. Ну и сам учебник Spotlight для 11 класса или английский фокус, если мы его переведем, авторством тех же лингвистов, собственно, составленных. То есть это уровень общеобразовательный. Год может быть другой, они не сильно меняются. Если у вас более свежий выпуск учебника, тоже очень хорошо, даже лучше, наверное. Но принципиальные позиции, по которым составлен тест, они не изменились в этих учебниках, поэтому ничего здесь, наверное, сложного не будет. Ну, разве что поменялся король Великобритании. Да? И это может оказаться в вопросе страноведения. Вот. А остальное все, собственно говоря, осталось тем же. Так, ну вроде бы я все рассказала. Значит, теперь давайте обозначим, куда писать или с кем связываться, если у вас какие-то вопросы появились в день консультации. Ну, во-первых, вы можете написать мне на почту. Моя почта представлена здесь вот выше. То есть в день консультации, именно в день консультации, вы можете написать мне вопросы на эту почту. Если у вас есть WhatsApp, в принципе, вы можете написать мне в WhatsApp, сейчас я продиктую, это 8 917 34 59 154. Если вы напишите, только не забудьте представиться, что я абитуриент, сдаю вступительные испытания английский язык, у меня вот такой вопрос. В противном случае у меня может отсечь как спам-звонок.
и сообщения. Соответственно, там ограничение стоит. Ну, или вы можете зайти на сайт, зайти снова на сайт, в раздел абитуриентов, сайт приемной комиссии, или позвонить по горячей линии. Вот. Вдруг что-то не получилось, у вас нет доступа к интернету, но вы можете позвонить. Значит, звоните по горячей линии 8 347 287 99 99. Вам обязательно ответят, и вы сможете задать вопрос, тот, который вас волнует, если у вас вдруг нет доступа в интернет, и вы не можете мне написать. На этом у меня все. Я желаю вам удачи и очень жду вас на обучение в наших замечательных программах. До свидания.